Исянмысы, здравствуйте, меня зовут Иван Остроумов. В эфире программа «Бергаляп Иряник Баттл». Это телевикторина по изучению и проверке знаний татарского языка. Вкратце объясню правила нашей игры. В каждой игре принимают участие два игрока. На протяжении 2 туров они переводят слова с русского языка на татарский и наоборот. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов и даст наибольшее количество правильных ответов, тот и станет победителем нашей игры. Итак, правило первого тура. Переводим слова с татарского языка на русский. На выбор дается 4 темы. У каждого игрока есть возможность выбора 2 тем. В каждой теме дается 2 слова с 2 вариантами ответов. Соперник не может отвечать на вопрос другого игрока. Итак, с правилами игры я вас познакомил. Пора познакомиться с ее участниками. Сегодня за звание победителя будут бороться Камиля. Камиля, привет. Привет. И Эльвина. Эльвина, привет. Привет. У каждого участника есть своя группа поддержки. Давайте узнаем, кто будет поддерживать их. Эльвина, кто будет поддерживать тебя сегодня? Карина. Карина моя близкая подруга. Твоя близкая подруга. Хорошо. Камиля, кто будет поддерживать сегодня тебя? Мой вожатый Булатабы. А в каком лагере вы отдыхаете? В лагере Заречье, профильная смена Дуслак. Профильная смена Дуслак. Хорошо проходит смена? Да, очень интересно. Ну что, друзья мои, мы познакомились с нашими участниками, с группой поддержки. Давайте начинать программу «Бергаляп Иряник Баттл». Итак, мы начинаем первый тур нашей программы. С кого начнем? С меня. Камиля, тебе на выбор дается 4 темы. Овощи, яшель-шаляр, фрукты, ягоды, жиляк-жимышляр, завтрак, иртанге-ош или тентез. Реши строение тела. Какую тему ты выбираешь? Яшельтеляр. Яшель-шаляр, овощи. Итак, переведи с татарского языка на русский слово «шалкан». Это тыква или репа? Репа. Уверена? Да. Хорошо, я принимаю твой вариант ответа. Шалкан – это действительно репа, а вот тыква – это кобак. Кобак – это тыква, репа, шалкан. Еще один вопрос. С татарского языка на русский переведи, пожалуйста, слово «сарамсак». Это чеснок или лук? Чеснок. Или лук? Нет. Я думаю, что в этом вопросе стыдно было бы ошибиться. Это правильный ответ. Сарамсак – это действительно чеснок, а лук – это суган. Суган. Лук, сарамсак, чеснок. Нафиза, переходим к тебе. Выбирай тему. Фрукты, ягоды. Фрукты, ягоды, жиляк, жимешляр. Играем в эту тему. Итак, первый вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «езюм». Изюм или курага? Изюм. Или курага? Изюм. А как будет курага? Курага. Урюк. Я принимаю этот вариант ответа. Езюм – это изюм, а вот курага – это куреге. Второй вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «щие». Персик или вишня? Вишня. Или персик? Вишня. Настойчиво говорит вишня, как бы я ни пытался запутать наших участников. Щия – это действительно вишня, а вот персик – это шефталу. Шефталу. Персик, щие, вишня. Ты когда-нибудь слышала слово шефталу? Юг. Юг? Юг. Но зато, видишь, новое слово тебе в копилку татарского языка. Итак, Камиля, от тебя осталось 2 темы. Иртанге-ош, завтрак или тентез-реши, строение тела. Иртенгаш. Завтрак, иртанге-ош. Играем в эту тему. Первый вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «ботка». Каша или варенье? Каша. А варенье – это… Ну, если дословно переводить, слово «варенье». Варить. Койнатырга. Койнатрага. А варенье – это… Койнатырган. Койнату – это процесс. А может, Булат знает? Булат, как будет варенье, как вы думаете? Мен ойлауымша қойнатма болады ғой. Койтатма? Қойнатма. Койнатма. Хорошо, давайте узнаем правильный ответ. Я переспрошу, чтобы не было сомнений. Итак, бутка – это… Каша. Бутка – это действительно каша, а вот варенье, как сказал Булат, это койнатма. Койнатма – это варенье, каша – это бутка. Второй вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «юмурка». Это яйцо или кофе? Яйцо. Хорошо, я принимаю этот вариант ответа. А как будет кофе? Я не знаю. А Булат знает, как будет кофе? Кехуа, Уверены? наверное. Наверное? Или уверены? Уверен. Хорошо, я принимаю вариант ответа юмурка. Это яйцо. И принимаю вариант ответа Булата, что кофе – это кахва.
И в общей сумме они получают 1 балл за правильный ответ, потому что яйцо – это действительно юмырка, а кофе – это на самом деле кахва. Кахва – кофе, юмырка – яйцо. Итак, Эльвина, у тебя осталась одна тема – тентезелеши, строение тела. Итак, переведи с татарского языка на русский слово «юрек» – сердце или легкие. Сердце. А как будет легкие? Пельмень. А Карина знает, как будет легкие? Я думаю, то, что легкие, это үпкелер. Это правильный ответ. Юрек – это сердце, а легкие – это упке. Упке – легкие, сердце – юрек. Второй вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «томак» – горло или печень. Горло. Горло. А печень – это… Карина? Печень. Нет ответа. Может, Булат знает? Миңа калса бауыр буладыр ул. Печень – это бауэр. Это совершенно верно. А томак – это действительно горло. 1 балл в пользу Эльвины. И пора подвести итоги первого тура. 4-4. Счет равный, но все решит второй тур нашей программы, потому что он непредсказуем. Но давайте спросим наших болельщиков. Карина, как вам первый тур? Как вы оцениваете своего игрока? Мне первый тур очень понравился. Мой игрок очень умело отвечал на все вопросы. Я думаю, она большой молодец. А какие-нибудь новые слова для себя открыли? Да. Например? Например, персик. Персик. Шефталу. Давайте еще раз повторим. Персик – это шефталу. Отлично. Булат, вам тот же самый вопрос. Какие открытия после первого тура? Или все слова были знакомы? Менимче, бүтүн сүзләр дә миңа таныш иде, ләкин шафтала минем өчен ачыш бу. Шефталу. Шафталу. Персик. Персик. Ну, я думаю, что это будет самое употребляемое слово в летний период, потому что персики мы все с вами любим. А персик – это шефталу. Итак, 4-4. С таким счетом мы переходим во второй тур программы «Бергаляп Иряник Баттл». Мы начинаем второй тур. Правила похожи на первый. Единственное отличие – мы переводим слова с русского языка на татарский. Напомню, что соперник не имеет права отвечать на вопрос другого игрока. Итак, с кого мы начинали первый тур? С меня. С тебя. Значит, второй тур мы начинаем с Эльвины. Эльвина, тебе также на выбор 4 темы. Ты можешь их видеть на экране. Природа – табигат, басни – меселлер, природные явления – табигат куринешлера и общение – оралашу. Табигать. Хорошо. Играем в тему «Природа, табигат». Переведи словосочетание «дует теплый ветер». «Эссежилися» или «желожилися». Желуджилися. «Желожилися», по-твоему, это «дует теплый ветер». Ает. А как переводится «эссежилися»? Эссе, наоборот, да, горячий. Горячий. Я Горячий принимаю ветер дует. вариант ответа «желожилися». Переводится как «дует теплый ветер». А «эссежилися» – это горячий ветер дует. дует. Еще раз, дует горячий ветер – это «эссежилися», а дует теплый ветер – это «желожилися». Второй вопрос в этой же теме. Итак, фраза, словосочетание «весеннее солнце улыбается». «Язгы куяш елмая» или «язгы куяш моңая». Язгы кыяш елмая. «Язгы куяш» нәрсе? Елмая. Или «моңая»? Елмая. А «моңая» как переводится? Моңая. Печалился. Опечалился, мне взгрустнулось, да. «Моңайырга» – это грустить. Итак, твой ответ? Язгы кыяш елмая. «Язгы куяш елмая». Весеннее солнце улыбается. Это правильный ответ. А «язгы куяш моңая» – это весеннее солнце грустит. Еще раз. Весеннее солнце грустит – это «язгы куяш моңая», а весеннее солнце улыбается – это «язгы куяш елмая». Переходим к нашему следующему игроку. Камиля, тебе осталось 3 темы. Басни меселлер, природные явления табигат курнишлера и общение орлашу. Аралашу. Общение оралашу. Играем в эту тему. Переведи с русского языка на татарский слово «знакомьтесь». Тонош булагас или коршолагас? Танаш булыгыз. Тонош булагас. А как переводится слово, фраза коршолагас? Ну, как добро пожаловать. Ну, как встречайте. Встречайте. Значит, тонош булагас – это знакомьтесь, по твоему мнению. Да. Я принимаю этот вариант ответа. Знакомьтесь на татарский язык переводится как «тонош булагас», а «коршы олагас» – это «встречайте».
Встречайте. Хоршолыгыз, тонош булыгыз, знакомьтесь. Второй вопрос в этой же теме. Переведи с русского на татарский слово «разговор». Силяшу или оралашу? Аралашу. Разговор – это оралашу. Так, нет. Аралашу это общение. Разговор это сейляшу. Не засчитывается этот вариант? Да. Разговор на татарский язык переводится как «силяшу», а оралашу – это действительно общение. Общение оралашу, разговор силяшу. Еще 1 балл в твою копилку. Итак, 2 темы на выбор. Природные явления табигат курнышлары и басни масаллар. Природные явления. Природные явления. Играем в эту тему. Первый вопрос. Переведи с русского на татарский. Темная, например, ночь. Корангы түн или кора түн? Кара түн. Кора түн. Точно? Әйе. Кора түн. Кара түн, темная ночь. Кора түн, темная ночь. Темная ночь – это корангы түн, а кора түн – это черная ночь. Это неправильный ответ. Еще раз повторим. Кора түн – черная ночь, корангы түн – темная ночь. Второй вопрос в этой же теме. Переведи с русского на татарский. Пасмурная погода. Ояз хава или болотлы хава? Болотлы хава. Пасмурная погода. Болотлы хава. Я принимаю этот вариант ответа. Болотлы хава переводится как пасмурная погода. А вот ояз хава – это ясная погода. Ясная погода. Ояз хава – пасмурная погода. Болотлы хава. Не расстраивайся. Возможно, Камиля ошибется. Так что от нее зависит исход нашей игры. Осталась, Камиля, для тебя последняя тема. Называется она «Басни». Масаллар, готова в нее играть? Да. Думаешь, что ответишь правильно? Надеюсь. Надеюсь. Итак, переведи название сказки «Стрекоза и муравей». Эна корага хам кырмыска или кубелек хам кырмыска? Стрекоза и муравей. Эне корагы хэм кырмыска. Стрекоза и муравей. Была такая и есть такая хорошая сказка. Она переводится как «Эна корага хам кырмыска». А вот кубелек хам кырмыска – это бабочка и муравей. А вот сейчас последний решающий вопрос нашей игры. Переведи название басни с русского на татарский. «Лисица и журавль». Только хам турна или только хам щелян? Тыркы хэм тарна. Только хам турна, лисица и журавль. Да. Уверена? Да. Ну, я думаю, что это тыркы хэм тарна. Итак, басня «Лисица и журавль» переводится как «только хам турна». А вот «только хам щелян» – это лисица и цапля. Лисица и цапля «только хам щелян», а вот «только хам турна» – это лисица и журавль. Прежде чем мы подведем итоги нашей игры, хотелось бы обратиться к нашим участникам. Эльвина, какое слово для тебя было самое сложное сегодня? Ну, не слово, а словосочетание. То, что кара түн это на самом деле черная ночь, а карангы түн это темная ночь. Темная ночь. Ну, видишь, какой багаж знаний ты уносишь после нашей программы. Так, Камиля, тебе какое слово показалось самым легким? Самым легким это был в первом туре Ямарка хэм бытка. Ну и желаем дальнейших успехов нашим участникам. И пора подвести итоги сегодняшней игры. 7 баллов сегодня зарабатывает Эльвина. Ей аплодисменты. И 8 баллов с таким багажом сегодня уходит Камиля и становится победителем сегодняшней игры. Я тебя поздравляю. Но самое главное это то, что мы сегодня выучили или повторили очень много слов на татарском и русском языках. Поэтому учите языки, но никогда не забывайте свой родной язык. На сегодня мы с вами прощаемся. Пока-пока.